Бог говорит вам сегодня, что есть человек, который, несмотря на то, что не поддерживает частого общения с вами, продолжает испытывать к вам сильные чувства. Даже без регулярного контакта этот человек питает к вам глубокую привязанность. Сама мысль о том, что они не могут с вами общаться, регулярно доводит их до слез, поскольку они не могут вынести мысли о разлуке с вами. Они хотят, чтобы вы знали, как сильно они заботятся, скучают по вам и любят вас. Этот человек хочет, чтобы вы осознавали его тоску по вам и его искренние чувства. Они хотят, чтобы вы поняли глубину их привязанности и значение вашей уникальной связи. Бог признает важность этой замечательной связи для вас, и Он не хочет, чтобы вы ее разрывали. Он не хочет, чтобы вы испытали боль потери чего-то столь драгоценного. Люди, которым не хватает любви, имеют ограниченное понимание Бога, поскольку любовь лежит в основе Его существа. Следовательно, те, кому не хватает любви, также обладают ограниченными познаниями о Боге. Если вы верите в Бога, пожалуйста, посмотрите это видео до конца. Несмотря на то, что говорит Бог, я должен признать, что бывают моменты, когда я воспринимаю определенные действия как несправедливые, даже когда другие заявляют, что повинуются Богу. Однако, размышляя над некоторыми ситуациями, я теперь понимаю, что Бог был со мной все время, решая все для моего блага, даже когда я не понимал этого в то время. Он настраивал обстоятельства в мою пользу. Крайне важно ни при каких обстоятельствах не игнорировать это требование. На предстоящей неделе в вашей жизни произойдет знаменательное событие, лишающее вас дара речи. То, на что вы надеялись и скрещивали пальцы, наконец осуществилось. Очень важно подходить к этому с позиции открытости и принятия. Я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить вам свою благодарность за все благословения, которые вы принесли в мою жизнь. Хотя я осознаю, что не заслуживаю твоей любви, ты проявил ко мне огромное терпение. Вся слава и честь Отцу Вечному. Ваше спасение от Бога проявится как нарушение ваших планов. Если дверь уже закрыта, она должна находиться в правильном положении, чтобы правильно закрыться при повторном открытии. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, нет необходимости паниковать. Даже если вполне вероятно, что некоторые люди уйдут, как и прогнозировалось, нам не следует бояться такого исхода. Мы понимаем, что в конечном итоге все складывается в пользу тех, кто любит Бога. Своим детям Бог говорит: «Эй, не расстраивайтесь. Продолжайте двигаться вперед. Мои благословения с вами. Я рассчитываю на то, что вы будете бдительны и защитите тех, кто важен для меня в моей жизни. Я умоляю вас рассмотреть мою просьбу и протянуть им руку помощи, помогая им преодолеть трудности, с которыми они сейчас сталкиваются. Мое искреннее желание и молитва о том, чтобы прошедшие дни приблизили вас к людям, которые вам дороги. Аминь. Во имя Иисуса Христа, счастье, которое вас ожидает, несравнимо с перенесенными вами страданиями. Вам сообщат, что страдания, которые вы испытали, не могут сравниться с тем, что ждет вас впереди. Вы можете выразить свою любовь и благословение, поблагодарив даже до $100.
Обратите внимание, что я пошлю впереди вас ангела, который будет защищать и направлять вас в вашем путешествии, приведя вас к месту назначения, которое я запланировал для вас. Примите это во внимание, потому что очень скоро я отправлю перед вами ангела. Приведите в мою жизнь тех, кому суждено быть там, и сделайте все возможное, чтобы как можно быстрее устранить тех, кто мне не подходит. Я очень надеюсь, что ты направишь меня к своей любви и наполнишь меня счастьем, которое ты даришь. Аминь. Иногда люди имеют ограниченный доступ к определенным типам информации. Хотя окружающие меня могут не обращать внимания на то, через что я сейчас прохожу, Бог полностью знает обо всем этом. Эта мысль приносит утешение, поскольку я уверен, что Он поможет мне преодолеть это испытание. Он понимает каждый аспект ситуации, и я полностью доверяю Ему. Мы не должны терять надежду, потому что Господь делает возможным торжество, несмотря на сложность стоящих перед нами задач. Поэтому мы не должны сдаваться. Вы не сможете превзойти Его. Ваша жизнь скоро изменится благодаря череде необычайных событий. Этот месяц станет поворотным моментом, и вы осознаете его значение. Конкретное руководство от Бога станет для вас ясным, когда ваша интуиция прольет на него свет. Если вы уделите этому все свое внимание и сосредоточенность, вы станете свидетелем чудес, разворачивающихся перед вашими глазами. Если верите, наберите 222. Если вы не уверены в последствиях того или иного действия, обратите внимание на голос своей интуиции и делайте мудрый выбор. Бог советует человечеству, говоря: «Слушай, что говорит твое сердце, дитя мое, и делай соответствующий выбор». Бог посылает вам послание, в котором подчеркивается, как важно снова радоваться жизни. Помните, что вы не один столкнулись с этой проблемой. Он хочет, чтобы вы вернули радость жизни, отпустили свои тревоги и поверили в Него. Он приготовил для вас невероятное решение. В настоящее время я решаю ваши проблемы и уже послал ангелов, чтобы помочь вам всеми возможными способами. Именно поэтому вы должны еще раз обрадоваться, ведь подготовленное мной потрясающее заключение потрясет весь ваш мир. Я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить свою благодарность за все добро, которое вы привнесли в мою жизнь. Хотя я осознаю, что не заслуживаю вашей любви, вы проявили ко мне огромное терпение. Благодарю вас, и вся слава и честь Отцу. Я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы выразить свою признательность за все те замечательные вещи, которые вы привнесли в мою жизнь. Мне нужно, чтобы ты внимательно следил за всеми, кто мне дорог, и защищал их. Я прошу вас прислушаться к моей просьбе и оказать им поддержку в преодолении проблем и трудностей, с которыми они сталкиваются. Во имя Иисуса, аминь. Стремление к знаниям, в отличие от преступных действий, приносит величайшее удовлетворение любви. Любовь никогда не перестает защищать, доверять, отказываться от надежды или упорствовать. Любовь всегда добивается успеха. И цель, и план Бога для вашей жизни прекрасны.
В этот момент Бог направляет ваши действия, и если вы верите в Него, наберите 444. Даже если вы не понимаете, как это возможно, ободритесь, зная, что ситуации, через которые вы проходите, не застают Бога врасплох. Бог может разработать идеальный план для всего. Вы можете рассчитывать на то, что Он присмотрит и защитит вас. Он всегда рядом, думает о тебе. Пусть Бог, дающий надежду, наполнит вас радостью и миром силой Святого Духа. Это моя молитва за вас. Веру можно определить как веру во что-то, несмотря на отсутствие доказательств. Я хочу выразить свою благодарность за все хорошее, что вы привнесли в мою жизнь. Я признаю, что не заслуживаю вашей любви, но вы проявили ко мне терпение. Спасибо. Вся слава и честь Отцу Вечному. Даже в самых сложных обстоятельствах слова Божьи окружают нас, и если мы ищем их, мы можем найти их даже в самые удивительные моменты. Разумно заключить, что ваши намерения достойны уважения, несмотря на нынешний момент огромных перемен в мире. Ваши молитвы услышаны, и мы просим вас продолжать молиться, поскольку на них есть ответ. Больше не будет печали, безнадежности и самоуспокоенности. По словам Бога, ваш враг побежден. Этот противник был побежден и предан смерти именем Иисуса. Человека, ответственного за эти негативные вещи в вашей жизни, больше нет. Мы утешали, ободряли и призывали каждого из вас жить жизнью, достойной Бога, призывающего вас в свое царство и славу. Иисус посмотрел на них и сказал: «Человеку это невозможно, но не Богу. С Богом все возможно». Введите «да», чтобы получить это благословение. Укрепляются шаги интересующегося Господом. Даже если они споткнутся и упадут, Господь поднимет их своими руками. Давайте не будем отказываться от практики собираться вместе, а лучше будем больше ободрять друг друга по мере приближения этого дня. Давайте вдохновлять друг друга на поступки любви и доброты. Вам не следует бояться, потому что ваш Отец дал вам царство. Ему доставляет огромное удовольствие иметь контроль над вами и использовать свою власть. Господь, твой Бог, ходит с тобой, поэтому нет причин бояться или беспокоиться. Он никогда не оставит вас и не отвернется от вас. Оставайтесь собранными и сильными, несмотря на трудности. Среди врагов моих ты приготовил мне пир и накрыл стол. Ты помазал голову мою маслом, и чаша моя переполнилась. Конечно, я буду жить в доме Господнем до конца своих дней, и Его любовь будет сопровождать меня всю мою жизнь. Бог – наше убежище и наша сила. Всякий раз, когда мы ищем Его помощи, Он всегда рядом с нами. По данным, для нас, как и с самого начала, пожалуйста, распространите информацию, поделившись этим видео. Даже если Земля прорвется и горы рухнут в пучину океана, даже если волны морские заплачут пеной, и даже если Земля содрогнется от волнения моря, мы не устрашимся. В результате вы были призваны в эту жизнь, и теперь пришло время ответить на этот призыв. Вы были свободны жить той жизнью, которую хотите.
Оставайтесь стойкими в своей вере, пока ведете эту добрую войну. Держитесь вечной жизни, которой вы призваны, когда вы исповедовались перед большим количеством свидетелей. Оставайтесь стойкими в своей вере, пока ведете эту добрую войну. Держитесь вечной жизни, которой вы призваны. На самом деле я могу найти покой своему духу в Боге и обращаюсь к Нему как к основанию своей надежды. Поскольку именно Он создал меня, мое спасение и моя честь зависят от Бога, который является одновременно моей крепостью и моей огромной скалой. Он мой поставщик, если честно. Он и моя опора, и мое спасение. Он моя крепость, и меня не поколеблют. Мое спасение и моя честь зависят от Бога. Учитывая, что Бог – наше убежище, вы никогда не должны колебаться в своей уверенности в Нем и должны молиться Ему от всего сердца. Искренность – необходимое условие романтической любви, а избегание негатива, чтобы сосредоточиться на позитиве, наиболее эффективный метод справиться с негативными ситуациями. Уважайте друг друга превыше всего и во вторую очередь уважайте себя. Когда вы служите Господу, вам никогда не должно хватать энтузиазма, вместо этого вам следует работать над поддержанием своего духовного огня. Будьте радостны в надежде, которая у вас есть, терпеливы в боли, которую вы переживаете, и верны в своей молитве. Пусть Бог надежды наполнит вас до краев своей совершенной радостью и миром, когда вы поверите в Бога. Пусть сила Святого Духа приведет вас к тому, что вы наполнитесь надеждой до краев, и пусть вы наполнитесь надеждой до краев, когда вы уповаете на Бога. Потому что я хорошо знаю планы, которые я сформулировал для вас, говорит Господь, планы облегчить вашу жизнь, а не планы усложнить вашу жизнь. Планы, которые дадут вам надежду на будущее. Если ты ищешь меня всем своим сердцем, ты найдешь меня, когда будешь искать меня. Если вы призовете мое имя и придете поклоняться мне, я серьезно отнесусь к тому, что вы скажете. Бог говорит: «Отдайте мне свои проблемы, и я позабочусь о том, чтобы о них позаботились». Я найду решение любой трудности и подарю вам окончательное спокойствие. Даже если условия в вашей жизни становятся все более трудными, никогда не следует терять надежду. Это будет чудесно и положит конец всему напряжению, которое есть у вас на данном этапе жизни. Вам больше не придется ни о чем беспокоиться. Сегодня вечером, когда вы расслабитесь в мире и безопасности присутствия Бога, ожидая Его прихода, вам откроется ответ на ваши молитвы. Пока вы его ждете, вы можете утешаться тем, что находитесь в надежных руках. Введите 333, если у вас есть вера. Если вы полны решимости довести эту войну до конца, я гарантирую, что подарю вам сегодня свои дары спокойствия, исцеления и триумфа. Всегда помните, что я всегда забочусь о ваших интересах в любом сценарии. Несмотря на ужасную ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, я собираюсь создать что-то действительно потрясающее. Приготовьтесь насладиться плодами своего труда, которые станут прямым следствием вашего упорного труда. Я буду творить чудеса, чтобы вернуть ваше физическое, психическое и духовное здоровье в полную силу.
Тот факт, что Бог произнес эти слова и провозгласил сегодня день, когда я дарую вам невероятное благословение, является доказательством того, что этот день наконец-то наступил. Я буду творить чудеса, чтобы вернуть ваше здоровье в полную силу. Ваша жизнь вот-вот изменится к лучшему, и в не столь отдаленном будущем вас порадует обильная удача. Поскольку сегодня ваш счастливый день, нет никаких шансов, что то, что произошло сегодня, могло быть каким-либо совпадением. Бог дал вам пророчество о том, что внезапно вы обретете огромный успех в дополнение к значительному количеству благословений. Он говорит, что это произойдет немедленно. И если вы хотите увидеть значительные улучшения в своей жизни, вы должны убедиться, что не перестаете верить в высшие силы и молиться. Потому что, если вы сделаете что-либо из этого, вы не получите тех изменений, на которые надеялись. Вы собираетесь вступить в новое время процветания, и это является прямым результатом изменений, которые происходят в настоящее время. В любых обстоятельствах, являющихся прямым результатом деятельности Вселенной, вы должны как можно быстрее подготовиться к ним. Ваше величие вот-вот осуществится, и свет в вашей жизни станет ярче. Нет ничего или никого, кто мог бы остановить то, что было предначертано произойти в вашей жизни. Ваша судьба вот-вот исполнится, и свет в вашей жизни станет ярче. Введите «да», чтобы получить это благословение. В не столь отдаленном будущем вам предстоит принять участие в празднике, который имеет для вас большое значение. Когда вы расскажете всем чудесную новость, вы испытаете непреодолимое чувство волнения и восторга, которое не сможете сохранять долго. Когда думаешь о том, как быстро у тебя все произошло, почти трудно поверить, что все это произошло за такой короткий промежуток времени. Когда вы оглядываетесь назад, кажется почти невероятным, что все произошло с вами за такой короткий промежуток времени. Завтра утром Бог совершит для вас чудо, которое положит конец всему беспокойству, которое вы испытывали, и положит конец всем страданиям, через которые вы прошли. Это чудо произойдет. Они хотят, чтобы вы поверили в значение синхронности и время божественного вмешательства, и пытаются побудить вас сделать это. Ангелы хотят, чтобы вы это сделали, потому что они хотят, чтобы вы добились успеха. Верховный Бог благословил вас присутствием этого другого человека, чтобы оказать вам помощь и защитить вас от любого ущерба, который может постичь вас в обозримом будущем. Поскольку вы Дитя Божие, Всемогущий не хочет, чтобы вы когда-либо терпели неудачу или каким-либо образом страдали, и Он сделает все, что в Его силах, чтобы не допустить, чтобы это произошло с вами. Он не желает, чтобы вы когда-либо терпели неудачу или каким-либо образом страдали. И если вы уверены в Боге, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, нажав кнопки «Нравится» и «Поделиться» ниже. Бог дает своему народу следующее обещание, даже в те времена, когда вы чувствуете себя недостойным. Я буду охранять вас и защищать вас от зла, которое есть в мире. Вы будете тем, кто получит Божье благословение после того, кто придет после вас. В конечном итоге плач прекратится, страдания прекратятся, и в самом ближайшем будущем откроются новые возможности.
Вы увидите великое финансовое чудо, включающее в себя деньги. Ваша жизнь вот-вот резко изменится к лучшему в результате работы Вселенной. Это будет невероятное благословение, гораздо большее, чем всех, о чем вы могли мечтать или представить, что произойдет в вашей жизни. На пути вашей жизни произойдет резкий поворот к лучшему. В течение предстоящей недели сумма денег на вашем банковском счете превысит ту сумму, которую вы можете потратить, и в то же время в вашу жизнь придет поток новых возможностей для заработка. Напишите «да», если вы в это верите. Если ты решишь, что я должен иметь приоритет над всем остальным в твоей жизни, я гарантирую, что не предложу тебе ничего, кроме радости. Учитывая, что все на Земле пробудет здесь лишь какое-то время, тебе следует уделять приоритетное внимание тому, чтобы уделять мне время больше времени. Бог говорит: «Я вечный». Завтра вы узнаете что-то, что кардинально изменит вашу жизнь и направит вас на путь к богатству, процветанию и безграничной радости. Эта информация направит вас на путь к лучшему будущему. Бог разговаривает с человеком и говорит им: «Дитя мое, вы слишком много беспокоитесь о вещах. Всегда помните, что я способен справиться со всем, что встречается мне на пути, каким бы сложным это ни казалось. Мне потребовалось всего 6 дней, чтобы создать небеса и землю. Для меня не должно быть слишком сложно произвести большие изменения в вашей жизни всего за 1 день». Сразу после этого Иисус сказал: «Я хлеб жизни». По словам Иисуса, тот, кто подчиняется Его власти, никогда не будет страдать от жажды, и тот, кто ищет Его руководство, никогда не будет голоден. Те, кто доверяет мне, никогда не будут иметь пережить любой из этих ужасных переживаний. Молитесь не только потому, что у вас есть что-то, но и потому, что есть многое, за что вам следует благодарить Бога. Это важная причина для молитвы. Завтра утром вы обнаружите, что для вас уже совершилось чудо. Это станет для вас полной и совершенной неожиданностью. Не упускайте этот шанс, не выразив предварительно свою благодарность Богу за совершившееся чудо. Не упустите этот шанс. Вполне возможно, что вы не сможете получить то, что хотите, пока не достигнете того момента в своей жизни, когда станете тем человеком, который заслуживает того, чтобы ему это дали. Никто не сможет причинить вам вред тем, что то, что вы делаете, и то, что вы намереваетесь сделать, соответствует друг другу. Общий аминь, если вы верите в Бога. Как только вы приведете свой характер и свои цели в гармонию друг с другом, вы сможете создать всемирную симфонию, которая станет фоновым саундтреком к вашим успехам. Как только вы это сделаете, вы сможете делать все, что задумали. Вы вынуждены провести еще одну ночь, рыдая и нервничая по поводу этой проблемы, но это последняя ночь, которую вам придется сделать. В дополнение ко всем этим удивительным вещам, я благословлю вас богатством, здоровьем, радостью и счастьем и внесу все это в вашу жизнь. Те, кто сможет это прочитать, будут рады узнать, что ранее тревожная ситуация почти полностью разрешилась благодаря хорошей энергии, финансовой помощи, чудесам и благословениям, предлагаемым Вселенной. В ближайшем будущем траектория вашей жизни претерпит кардинальные изменения.
На этой неделе Бог сделает все блага, которые Он уже даровал вам, гораздо более обильными, чем сейчас. Вы испытаете уровень удовольствия, непревзойденный ни с чем вы когда-либо сталкивались в своей жизни, и это будет невероятно. Вскоре вам не придется беспокоиться о том, что вам придется иметь дело с одной из проблем, которая доставляла вам головную боль в течение длительного времени, потому что она скоро будет решена, и вам больше не придется с ней иметь дело. Вы достигнете новых высот достижений во всех сферах своей жизни, таких как богатство, здоровье, человек, которого вы любите, и связь, которую вы разделяете друг с другом. Чтобы вы получили максимальную пользу как от своего путешествия, так и от людей, которых встретите на своем пути, я помещу вас в компанию поддерживающих людей. Когда я смотрел на вас в прошлом, и когда я смотрю на вас в будущем, я буду продолжать делать это так же, как и в прошлом. Очень важно проявлять терпение и верить в свои способности, а также в способности других. Материализация вашего идеального существования происходит прямо на ваших глазах в этот самый момент. Кажется, что все становятся на свои места самым невероятным, но чудесным образом, и постепенно все становятся целостным. 11 часов 11 минут вы собираетесь войти в новую главу своей жизни, в которой все будет идти своим чередом и к лучшему. Именно тогда, когда это необходимо, каждый раз, эта фаза будет длиться столько времени, сколько вы ждали. Вы вот-вот вступите в то время, когда для вас все будет идти приятно и успешно, и все будет складываться к лучшему. Если верите, наберите 1111. Вам суждено огромное состояние непостижимых размеров, как оно записано в созвездиях. Вы получите подарок от Вселенной, который не только обеспечит вам бесконечный поток денег, но и свободу жить жизнью своей мечты. Бог говорит: никогда не забывайте, что каждое утро дает новую возможность принять мои блага. Всегда держите это в глубине души, и вы обнаружите, что эти возможности ждут вас. Вы не должны сдаваться только потому, что у вас был ужасный день. Вместо этого вам следует наслаждаться мыслью о том, что завтра будет совершенно новый день, полный новых наград, которые вы сможете получить. Если вы сдадитесь, вы не сможете заработать эти призы. Вы очень близки к прорыву, и ваши противники будут совершенно ошеломлены тем, как вы реагируете на любые вызовы, которые они вам бросают. Это обещание, которое Бог дал своему народу, и Он сказал им: когда придет время, я, Господь, осуществлю это. Вы очень близки к совершению прорыва, и вы очень близки к его совершению. К концу этого месяца вы будете спать в своем новом доме, деньги будут поступать на ваш банковский счет, воплощать в жизнь свои мечты и прекрасно проводить время с людьми, которые важны для вас. Вы также будете жить с человеком, которого считаете любовью всей своей жизни. Господь, ваш Бог, в настоящее время работает над тем, чтобы произвести существенные изменения в направлении, в котором ваша жизнь пойдет в будущем. Он войдет в вашу жизнь и превратит все перенесенные вами страдания в радость, а все неудачи, которые вы пережили, в успехи. Что бы ни вызывало слезы на ваших глазах в прошлом, это ничто по сравнению с хорошими вещами,
которые ждут вас в ближайшие годы и которые вызовут улыбку на вашем лице, когда вы о них подумаете. Планы Бога на будущее включают в себя нечто большее и превосходное для вас, и они указывают на то, что это уготовано вам в будущем. Если вы согласны, напишите «да». Приготовьтесь к чуду, которое вас ждет, и радуйтесь подарку, который вам предстоит. Господь заявил: «Я сделаю для тебя невозможное». Ангелы подбадривают вас, чтобы вы поддерживали самое добродетельное поведение, которое вы сейчас демонстрируете, насколько это возможно. Крайне важно сохранять позитивный настрой, даже когда вы занимаетесь своими повседневными делами и обязанностями. Вы не прилагаете усилий для блага других людей, скорее, вы прилагаете усилия для блага Бога. Именно по этой причине вы прилагаете усилия вместо того, чтобы смотреть на работу, которая у вас есть, как на основной источник вашей силы. Вам следует рассчитывать на доверие, которое вы имеете к Богу. Именно Он несет ответственность за постоянное хранение документов в их полноте. Поскольку ваше время придет, вы хорошо подготовились к нему. Поскольку Бог заверил вас, вам не нужно беспокоиться о следующем шаге в вашей жизни. Все, что от вас требуется, это довериться Ему и честно приложить усилия. Бог произносит: «На данный момент вы в течение значительного времени полностью полагались на автопилот, чтобы управлять всем. Вам трудно присутствовать здесь и сейчас и ценить великие события, которые происходят вокруг вас. Это мешает вам полностью оценить свое окружение. У вас было много трудностей в этом отношении. Прекратите на мгновение то, что вы делаете, чтобы вы могли сосредоточиться на том, как вы вдыхаете и выдыхаете. Существование предметов, находящихся в непосредственной близости от вас, в ближайшем окружении. Отправьте мне сообщение, если хотите, чтобы я принес вам спокойствие и безмятежность в вашу жизнь. Я смотрю на вещи с той же точки зрения, что и вы, и поддержу вас, несмотря ни на что. Ты зеница моего ока. В не столь отдаленном будущем ситуация существенно изменится, и события уже начинают принимать чрезвычайно захватывающие новые направления. Вам нужно подготовиться к следующим изменениям, потому что все, что происходит прямо сейчас, происходит для вашего наивысшего потенциального блага, и это происходит прямо сейчас. Библия описывает жизнь как путешествие. Если вы чувствуете себя подавленным, скажите себе, что лучший день не за горами, и дайте себе время подготовиться к нему. Это поможет вам более позитивно относиться к ситуации. Это может помочь напомнить себе, что светлый день уже не за горами. Вы не читаете ни о чем, что произошло в этот момент, только по совпадению. Если вы согласны, напишите «да». Это должно послужить вам утешением в том, что в конце концов все будет хорошо. Сейчас Бог строит дорогу, чтобы дать вам возможность пройти через необитаемую землю именно в этот момент. Что, дитя, Господь хочет, чтобы ты знал о мире. Я знал о ваших требованиях в тот момент, когда они были высказаны, когда они были предъявлены. Я собираюсь немедленно дать вам ответ, о котором вы молились, потому что я знаю, что это важно для вас. Я знаю, как терпеливо вы ждали его прибытия.
Согласно Библии, я не отдал своего Сына на распятие для того, чтобы вы могли погрязнуть в собственной агонии или в результате этого погрязнуть в жалости к себе. Встаньте на ноги и продолжайте двигаться вперед по своему пути. Для меня ясно, что я могу рассчитывать на то, что вы окажете помощь, когда бы она мне не потребовалась. Я Бог, которому вы поклоняетесь и которому служите. Ты зеница моего ока. 22 года вас ждет множество благ во всех аспектах вашей жизни, и, как следствие, вы забудете обо всех своих трудностях еще до наступления этих выходных. Введите 22, если хотите получить это благословение. Вы собираетесь воспитать себя до такой степени, что сможете получать удовольствие от существования, одновременно добиваясь результатов, которые наиболее полезны для вас. Есть ли у вас возможность запустить процесс? Если вы последуете за мной, вам не придется идти по жизни во тьме, потому что у вас будет свет, ведущий к жизни, фраза, приписываемая Богу. И Библия говорит: «Я свет миру». Если ты не последуешь за мной, тебе придется провести остаток своей жизни, размышляя о происходящем в темноте. Если вы не последуете моему примеру, вы упустите возможность увидеть этот свет. Вы почувствуете большую радость, чем когда-либо прежде в своей жизни, как прямой результат того, что Бог очистил вашу жизнь от всех неблагоприятных влияний, которые Он туда поместил. Вы найдете любовь, добьетесь финансового успеха и станете счастливее, чем когда-либо прежде. Утверждается, что Бог объяснил, что не все должны понимать вас. И это объясняет, почему не все это понимают. Это объясняет, почему не все вас понимают. Вы должны противостоять тому, кто чувствует себя разочарованным, и не можете позволить себе поддаться этому. Я понимаю, что вы пытались донести. Ты зеница моего ока. Ваша жизнь вот-вот претерпит значительные изменения. Стрессовая проблема, которая была для вас бременем, вскоре будет стерта, и вскоре у вас появится шанс воспользоваться положительной возможностью, которая станет вам доступна. Если верите, напишите «Иисус Господь». Библия – это воззвание Бога, в котором говорится: «Я собираюсь тебя удивить». В результате Бог приготовил для вас что-то чудесное и неожиданное. Внезапно то, что, как вы считали, никогда не пойдет в противоположном направлении, на самом деле движется в этом направлении. По крайней мере, у одного члена каждой семьи есть потенциал вырваться из порочного круга зависимости от следующего дохода для существования и стать финансово независимым. Этот человек единственный, кто может положить конец этому циклу. Прямо сейчас член вашей семьи, который находится здесь с нами, прочитает вам это. В течение следующих нескольких лет вы добьетесь заметного прогресса во многих аспектах своей жизни. Надеюсь, в хрониках истории вашей жизни у вас все получится. Вы собираетесь войти в новую важную главу, к которой вы готовились. Эта новая глава станет для вас поворотным моментом. Ни при каких условиях нельзя чувствовать необходимость жить в постоянном терроре. Ваши надежды, стремления и цели будут реализованы в свое время. Вы можете предвидеть увеличение общего количества благ,
которые вы получите, если вы верите в Бога и хотите выразить Ему свою поддержку. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Бог говорит, что если ты читаешь это, то это подтверждение того, что твои лучшие дни уже проявились. Если вы читаете это, значит, Бог говорит, что ваши лучшие дни уже наступили. Если вы смогли это прочитать, то Бог говорит вам, что ваши самые счастливые дни уже наступили. Вносите в свой мозг только позитивные мысли, потому что каждая ваша мысль о том, над чем вы так усердно работаете, чтобы воплотиться в реальность прямо сейчас, должна быть позитивной. Вносите в свою голову только замечательные идеи. Думайте только о позитивных идеях и позволяйте им заполнить вашу голову. Господь говорит: «Да пребудет с вами благодать Господа, Его благословение, Его мир и Его мир». Вы будете чудесным образом спасены от трудностей, с которыми вы сейчас боретесь, и Бог поднимет вас на большие высоты в вашей жизни, если вы продолжите быть последовательными в своем посвящении Богу. Вам просто нужно дать обстоятельствам еще немного времени, чтобы они разрешились сами собой. Очень важно, чтобы ваша потребность в быстром удовлетворении не заставляла вас упускать из виду множество вещей, которые в настоящее время работают в вашу пользу. Поступить так было бы серьезной ошибкой. Даже если вы не видите, что все сразу материализуются, это не значит, что фантастические вещи идут не по-вашему или еще не готовятся для вас. Даже если вы не видите, что все сразу материализуются, это не значит, что вас не ждут удивительные вещи. Даже если вы не видите, что все сразу материализуются, это не значит, что красивые вещи не приближаются к вам. Сохраняйте терпение и не уклоняйтесь от выполнения уже взятых на себя обязательств. Сохраняйте свою уверенность в Боге. Бог говорит, что у вас есть способности сделать многое, но Он также говорит, что если вы не выполняете необходимую работу, вы не добьетесь успеха. Я был бы признателен, если бы вы в первую очередь дали мне обзор того, что вы для меня приготовили. Я сформирую их в соответствии с тем, что, по моему мнению, обеспечит вам наибольшее счастье на протяжении всей вашей жизни и придам им соответствующую форму. Ты зеница моего ока. Поскольку вы не созданы для передачи такой информации, тот факт, что не все способны вас понять, не должен вызывать удивление. Вы должны противостоять тому, кто чувствует себя разочарованным, и не можете позволить себе поддаться этому. Я понимаю, что вы пытаетесь сообщить. Ты зеница моего ока. 555. Ваше чудо сейчас находится в процессе доставки к вам и прибудет в любую минуту. Положите конец своему беспокойству, потому что в самом ближайшем будущем в вашей жизни произойдет что-то действительно важное, и вам больше не следует тратить время на беспокойство по этому поводу. Если верите, наберите 555. Вы справитесь с этим, и будущее не принесет ничего, кроме хорошего для вас и самых важных для вас людей. Когда Бог откроет для вас следующую дверь, вы поймете, почему силы врага так трудно одолеть, и сможете соответствующим образом подготовиться к предстоящей битве. Бог говорит, что из-за моей любви к тебе я помогал тебе в прошлом, и ты можешь быть уверен, что я помогаю тебе прямо сейчас,
и ты можешь быть уверен, что я всегда буду рядом с тобой. Если вы читаете это, значит, вы находитесь в нужном месте и в нужное время, чтобы получить важную возможность трудоустройства в течение следующей недели. Эта возможность позволит вам поговорить с людьми, которые с детства служили для вас положительным примером для подражания. Чтобы максимально использовать эту возможность и максимизировать ее потенциал для себя, желательно воспользоваться ею как можно скорее. «Доверься мне, — говорит Господь. Я был рядом с вами во всех трудностях вашей жизни, предоставляя вам все, что вам нужно. Я присматривал за вами, вашими близкими и вашей семьей, и буду продолжать делать это в будущем. Хотя ваша текущая ситуация может быть сложной, будьте уверены в моем выборе времени, поскольку улучшение уже не за горами. Несмотря на проблемы, с которыми вы можете столкнуться сейчас, ваши обстоятельства улучшатся. Верьте в меня и воспользуйтесь шансом начать все сначала, который предлагает вам сегодняшний день. Будьте уверены, что в конечном итоге все будет хорошо. В настоящее время Бог прокладывает дорогу, которая проведет вас через неизведанную территорию. События, которые вот-вот развернутся, не зависят от ваших навыков, достижений или усилий. Я буду контролировать их, поскольку они способствуют достижению моих целей. Приготовьтесь к благословению, которое будет настолько замечательным, что вы не поверите, пока не испытаете его на собственном опыте. Сегодня вы заметите значительное увеличение количества и масштабов благословений и возможностей, которые встречаются на вашем пути. Это произойдет быстро. Поскольку важные перемены уже не за горами, вам крайне важно сообщать о своих мыслях и чувствах. Эти изменения произойдут в не столь отдаленном будущем, когда вы вступите в следующий этап своей жизни, где вам предстоит сделать важный выбор. Ваша жизнь уже развивается по плану, и вас еще ждет много удивительных вещей. Помните, что вы всегда можете получить благословение, если верите в Божий план. Кажется, что кто-то или что-то заботится о вашем благополучии и защищает вас. Верьте в Него, а также в людей и вещи, которые вам близки. Время ожидания подошло к концу, и вы собираетесь приступить к опыту, который вас изумит. Поднимите свою частоту и будьте открыты для энергии, направленной на вас. Ваши молитвы скоро будут услышаны, и в результате вы можете рассчитывать на благословение. У вас есть сила инициировать этот процесс. Бог хочет, чтобы вы знали, что вам не нужно беспокоиться о следующем шаге в вашей жизни. Все, что от вас ожидается, это довериться Ему и работать изо всех сил. Бог уверяет вас, что вам не нужно беспокоиться о следующем шаге в вашей жизни. Чтобы извлечь максимальную пользу из вашего путешествия и людей, с которыми вы встретитесь на этом пути, Он окружит вас людьми, которые вас поддерживают. Он следил за вами и будет продолжать это делать в обозримом будущем. Ваша текущая деятельность возбуждает его любопытство. Сегодня вы можете рассчитывать на удачу. Это не совпадение, а результат божественного вмешательства. Траектория вашей жизни вот-вот изменится в положительном направлении, и в ближайшем будущем для вас проявится много замечательных вещей.
Просто напишите «Аминь», чтобы проявить эти благословения.